YouTube-блогер Доронбек Адаханов. $50 миллионов деревьев оливки. В этой стране год производится 5 миллионов тонн нефти. Это страна Тунис. Дорогие друзья, добро пожаловать в Тунис! Вон оттуда выходили. Вот так вот. В музей. Ехали здесь музей. Это вот такой. Видите, когда внизу такой. Hurmatli do'stlar, biz hozir Tunisdayız. Tunis shahrining bir Tunis ekan, o'sha yerga keldik. Ulardan ulug'liq tomog'i kuskusdir. Zakaz berdik. Son tomog ekan, nomda o jasashar ekan. Evet, son dambu. Tunisdan baringizlarga issiq salom. Нас вновь зовет дорога. Новое путешествие уже начинается, на сей раз в Тунис. Летим из Мавритании в Тунис. Эта страна граничит с Алжиром и Ливией. Население этой страны 12 миллионов. В этой стране на первом месте это сельхозпродукции, на втором туризм. Эта страна производит оливки и оливковое масло. 50 миллионов деревьев оливки. В этой стране год производится 5 миллионов тонн нефти. Это страна Тунис. Дорогие друзья, добро пожаловать в Тунис! Тунис – страна, где пески Сахары встречаются с лазурью Средиземного моря, а древняя история живет на каждом шагу. Здесь руины Карфагена хранят тайны Римской империи, восточные рынки манят ароматами специй, а бело-голубые города сияют под африканским солнцем. Тунис – многоликая страна, поэтому тот, кто хочет одновременно увидеть самые основные мировые достопримечательности, должен посетить именно Тунис. Здесь есть свой Колизей, Диснейленд, Париж и Биг Бен, который вы уже могли заметить на приветственных кадрах нашей программы. Эта ажурная металлическая башня с часами была воздвигнута в честь Дня преобразования в день 7 ноября 1987 года. Место является известным в городе и одной из основных достопримечательностей столицы.
Амфитеатр Карфагена – грандиозное наследие римской эпохи, возведенное в первом веке нашей эры и реконструированное при Юлии. В свое время он был крупнейшим амфитеатром на всем африканском континенте и поражал воображение масштабами. Его трибуны вмещали до 50 тысяч зрителей. Здесь гремели гладиаторские бои, ревели дикие звери и кипели страсти, превращая арену в сердце древнего города. До наших дней от этого архитектурного исполина дошли лишь живописные руины. На протяжении столетий камни амфитеатра разбирались и использовались для возведения новых зданий, словно сама история постепенно растаскивала его по кусочкам. Под ареной археологи обнаружили сеть подземных галерей, мрачные коридоры, где когда-то томились дикие животные, ожидая выхода на арену. Вот таким. Вы видите как? О, спорт идет этому амфитеатру. Это вот нижняя часть. Вон оттуда выходили. Вот так вот. Древнеримские термы императора Антония Пия – одна из самых популярных достопримечательностей Туниса. Этот грандиозный банный комплекс был построен римлянами во II веке нашей эры и по своим масштабам поражает даже сегодня. Ванны располагались на берегу Тунисского залива среди живописных пейзажей. Здесь находились не только бани, но и бассейны, гимнастические залы, а также проводились оздоровительно-лечебные процедуры. До наших дней сохранился лишь цокольный этаж и часть первого. Так, мы сейчас вот так будем спускаться. Вот так будем смотреть внутри города. О, видите? Вот так вот. Вот так вот. О, это уже внутри. В центре комплекса установлена восстановленная в натуральную величину 15-метровая колонна, которая когда-то поддерживала крышу бань. По мнению специалистов, общая высота комплекса достигала около 40 метров. Вот, смотрите, дорогие друзья, вот где мы находимся. Это вот тоже интересное место, такой исторический город Туниса, который превратили в музей, сделали здесь музей. Это вот такой, видите, когда вот внизу такой. Если вы хотите увидеть весь город с одной точки, то вам надо взобраться на вершину холма Бирса. Это сердце Карфагена и самая высокая точка города. Отсюда вот такой большой панорамный вид город Тунис. Все начиналось именно с этого холма. В 814 году до нашей эры финикийская царица Элиса, известная как Дидона, основала город, обманув судьбу и формулировку договора. Бычью шкуру разрезали на тонкие полосы и ими обвели холм. Так появился Карфаген. Бирса стала цитаделью города. Наверху храмы, внизу жилые кварталы. Здесь же Карфаген принял свой последний бой. Сейчас остались лишь руины.
Сейчас на Бирсе располагается целая эпоха. С востока и юга музей, базилики, колодцы, мозаики, смотровые площадки с видом на море. Ниже руины ремесленных кварталов, узкие улицы и аркады, под которыми когда-то кипела жизнь, а западный склон почти нетронутый. Заросли, тишина, камни, которые все еще хранят тайны Карфагена. Еда в Тунисе – это яркая смесь арабских, средиземноморских и европейских кулинарных традиций, основанная на свежих овощах, оливковом масле, специях, рыбе и морепродуктах, а также баранине. Главное блюдо – кускус. Сейчас его готовят из манки, крупно перемолотой пшеницы, но исторически его делали из проса, которая в Африке пользуется большой популярностью. Мы его попробовали вместе с запеченной рыбой. Урматтуу достор, биз азыр Тунистебиз, Тунис шаарын борбору Тунис экен, ошол жерге келдим. Булардын улуттук тамагы кускусту заказ бердик. Сонун тамак экен, мына момундай монтип жасашат экен. Аябай сонун даамдуу. Тунистен баарыңыздарга ысык салам. Это путешествие по Тунису стало встречей с историей, солнцем и морем. Древние руины, шумные города, тишина пустыни и теплые закаты – все смешалось в одном маршруте. Тунис удивил, вдохновил и оставил след. Это путешествие мы точно запомним. Мы могли бы остаться, но нас ждет Кения. Летим из Туниса в Найроби, Кению, друзья, через Каир транзитом. До встречи!